Конечно, я очень горжусь тем, что была возможность лично быть знакомым и общаться с Владиславом Григорьевичем Ардембо, потому что очень редко, когда в одном человеке может совмещаться столько, можно сказать, талантов, может быть, каких-то граней, потому что он выдающийся ученый с мировым именем, востоковед с бесспорно мировым именем. С другой стороны, талантливый военачальник, мудрый политик, государственный деятель. То есть огромное количество, казалось бы, не очень сочетающихся таких талантов или ролей. При этом, конечно, все общение с ним – это абсолютный патриот Абхазии. Он отдал свою жизнь Абхазии, он всегда жестко отстаивал интересы Абхазии, но при этом он был настоящим другом России и абсолютным сторонником такого стратегического братского партнерства между нашими странами. Для нас дань уважения в России, дань уважения к Владиславу Григорьевичу была не жестом вежливости по отношению к Абхазии. Действительно, к Владиславу Григорьевичу в России относятся с большим уважением. С точки зрения моих личных ощущений, знаете, две, наверное, особенности. Первое, он был человеком без второго дна. Совсем без второго дна. Да? У человека, который в большой политике, надо искать второе дно, потом третье, потом четвертое. А Владислав Григорьевич, не было у него второго дна. Он мог быть жестким, он мог быть очень жестким, но он был очень открытым. То есть, если он не согласен, он говорил, почему он не согласен. Если он занимал жесткую позицию, не надо было догадываться по косвенным признакам, почему и что ему не нравится. Он говорил, что ему не нравится, объяснял, почему. Интриги не было. А второе, тоже такое личное ощущение, он умел очень увлекать. Ты с ним разговариваешь, и ты незаметно, ты как-то уже в его эмоциях, ты уже как-то и чувствуешь, что то, о чем он мечтает уже, и ты об этом мечтаешь. И мне кажется, что я понимаю, почему это происходило. Ведь эмоции – это такая штука, которая от человека к человеку передается только методом заражения. Оно по-другому не работает. Для того, чтобы передать мечту, надо мечтать. Для того, чтобы передать любовь, надо любить. Для того, чтобы передать чувство патриотизма к своей стране, надо быть по-настоящему патриотом. Чтобы передать веру, надо верить. Владислав Григорьевич на самом деле умел и любить, и мечтать, и верить, и делал это так ярко, что заражал этим всех окружающих. У меня это ощущение есть по сей день.